Интервью в эфире Радио Крым Реалии. Приветствую всех, это радио Крым Реалии, с вами Катерина Некречия. Я напомню, что радио Крым Реалии — это 3 волшебных слова, но волшебство, оно сегодня становится реальностью, поэтому вы вполне можете получать информацию разными способами. Например, вы можете слушать нас на 105,9 FM в Крыму, вы можете слушать нас онлайн на сайте Крым Реалии, а также смотреть видеотрансляции наших эфиров, потому что сегодня радио — это уже не только радио, это еще и видеосопровождение в том числе. Поэтому, дорогие мои, приходите на Facebook и YouTube страницы Крым Реалии в интернете и комментируйте то, что видите, задавайте вопросы экспертам, которые в нашей студии. Тем более, что у нас сейчас с вами такая, знаете, политическая пора, потому что на носу внеочередные парламентские выборы в Украине. Мы уже знаем, что какая-то будет дата, и мы узнаем уже, в принципе, какие политические силы получают вот сейчас регистрацию от Центральной избирательной комиссии. Но мы, как Крым Реалии, концентрируемся, конечно, на крымчанах, которые идут, которые пытаются пробиться как-то в эту Верховную Раду. Напомню, что вы можете звонить к нам в эфир по номеру телефона абсолютно бесплатному для жителей Крыма и общаться с теми гостями, которые в студии. 8 800 10 06 926. Пожалуйста, звоните к нам, общайтесь с нашими гостями, а это все разрешается. Так что через несколько секунд начинаем. Прямой эфир. Кстати, если вы сейчас находитесь в других и слушаете нас в других регионах Украины, пожалуйста, звоните 044 490 31 18. И мы вот таким образом с вами начинаем, дорогие наши слушатели. Сегодня мы продолжаем серию интервью с крымчанами, с крымскими татарами, которые идут, пытаются попасть, да, огласили о том, что они уже идут пробоваться, да, на выборы в Верховную Раду. Вторую неделю мы уже проводим такие дневные эфиры. И вот тема нашей программы сегодня, для чего Гаяна Юксель идет в народные депутаты. Гаяна в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Это мы не только под вас так назвали, это мы каждого кандидата. Поняла, для чего тут будем узнавать, какие ваши цели. Надо сказать, да, что вы, значит, идете по списку партии «Зеленых Украины». Да. И надо сказать, что вы являетесь членом Меджлиса крымско-татарского народа. И, собственно говоря, наверное, надо сказать о том, что это у вас первый такой опыт, да, попытки попасть в Верховную Раду и быть народным депутатом. Гаяна, ну вот давайте с этого тогда вопроса и начнем. Для чего это вам? То есть для чего это вам? И главное, да, какая вот мотивация? Это все-таки ваше было решение, ваше желание, или это там Меджлис так решил, какой-то был контакт с несколькими, как мы видим, да, потому что крымские татары, они так, и Мустафа Джемилев был в нашей студии, мы знаем, что как члены Меджлиса идут, например, так и молодые крымские татары, например, идут в разных списках, и тут уже Меджлис тоже координировал эти вопросы, как нам рассказывал Мустафа Джемилев в этой студии. Поэтому для чего идете вы? По доброй воле или нет? Ну, Катя, спасибо большое за приглашение, за возможность выступить. Да, действительно, я иду в Верховную Раду Украины по спискам партии «Зеленых Украины», и для меня это первый опыт и, скажем так, добровольное решение. Это результат почти полуторагодовой работы вместе с партией «Зеленых Украины», потому что мы на самом деле начали сотрудничать не только накануне выборов, но и имели такую неплохую историю взаимоотношений и реализованных проектов. Вообще партия «Зеленых Украины», вы знаете, что она является соорганизатором или организатором Европейской партии «Зеленых», а партия «Зеленых» в Европе как таковая, она достаточно сильная. Ну, просто несколько примеров. В Германии, в Бельгии, в Голландии, в Финляндии они достаточно сильные. На последних выборах в Европарламент они увеличили количество представителей с 51 до 79. То есть это реально действующая сила в Европе. В Украине, к сожалению, ситуация не такая. Последний раз они побеждали на выборах в 98-2000-х годах. После этого не были представлены в парламенте. Что мы делали вместе? И почему такое сотрудничество вообще стало возможным? Потому что это не просто природоохранная партия или
или не только партия, которая занимается, вернее, партия, которая занимается не только вопросами экологии, здорового образа жизни, окружающей среды. В основе людей, которые объединены этой идеей, защита прав человека. И вот на этой платформе, на этой основе мы, собственно говоря, и сблизились, и много чего, я считаю, за тот период, который мы сотрудничаем, сделали. Но... Это лично ваши, да? Ваши лично контакты, и вы лично сблизились, или это как Меджлис сотрудничал, Нет, или это, лично вы? начинала, потому что я знаю этих людей, были мои предложения, были их предложения, и были совместно реализованные проекты. Ну, что конкретно? Вот, например, в ноябре месяце 2018 года был съезд партии «Зеленых» Европы, то есть со всей Европы съезжались представители партии «Зеленых» и говорили, заявляли о старте кампании в Европарламент, ну и обсуждали текущие вопросы. И вот на этом съезде была принята резолюция о ситуации в Украине, в Крыму и касающаяся прав крымско-татарского народа. Очень хорошая резолюция, я считаю. Немногие европейские партии такое приняли. Здесь она осталась немножко, скажем так, в тени, наверное, в силу того, что партия не представлена в парламенте. Но очень хорошая резолюция в том плане, что там очень четко расставлены акценты. Агрессия названа агрессией, Россия государством-оккупантом и агрессором, крымско-татарский народ коренным народом, говорится о правах человека и вообще ситуации на полуострове. Кроме того, мы делали проекты, которые были связаны с Крымом, в частности, конференции, круглые столы и здесь, и в Европе. Вот это все стало основой, стало такой базой для того, чтобы, собственно говоря, вместе работать и выдвигаться на вот эти вот парламентские выборы. Гаяна, то есть являетесь, кстати, вы членом партии или, ну, то есть это обязательное условие для участия? Да, я являюсь членом Меджлиса крымско-татарского народа и человеком, который близкий по духу партии «Зеленых». Условия обязательно, ну не обязательные, вот, включают в списки и не только представители партии «Зеленых» Украины, но то, что здесь, понимаете, это не такой серьезный водораздел и не такая как бы серьезная ситуация. Здесь главное доверие и единство интересов, и единство оппозиции. То есть не было обязательным условием, потому что, например, другие ваши коллеги, да, которые вот баллотируются, например, в партии «Голос», то они рассказывали о том, что это было обязательное условие, то есть там как вступление раз вступление в партию, поэтому я уточняю, да, насколько ваша ситуация отличается или нет. Я уже вижу в программе партии «Зеленых», что эта политическая сила выступает за формирование крымско-татарской автономии в составе Украины. Да. Тут не указана вот именно вот формулировка национально-территориальной автономии, да, но суть в Нет, этом... речь шла о национально-территориальной автономии, и вот в этом вопросе, кстати, очень болезненном для нас и очень таком показательном. Они нас поддерживают и полностью высказывают свою поддержку. То есть все то, что необходимо от них, мы чувствуем, видим и слышим. И, кстати, вот идея обговаривается в последнее время, но сейчас она, наверное, немножко будет отложена в связи с выборами в Украине, вообще ситуацией в Украине, выборами в Украине, но обговаривалась идея о проведении форума, в основе форума, посвященного вопросам крымско-татарской национально-территориальной автономии. Суть его заключается в том, чтобы пригласить не только крымских татар и не только представителей крымско-татарской диаспоры, а именно украинцев, украинские силы, политические, проукраинские, которые поддерживают нас в этой идее, выступить и обратиться к президенту, обратиться к Верховной Раде Украины. Мы знаем, что от них многое зависит в решении этого вопроса. И вот когда обговаривались эти идеи, партия «Зеленых» полностью поддерживала и говорила о готовности своего участия. Гаян, ну, конечно, в разговор о рейтингах политических партий, он еще будет нас преследовать весь этот месяц, да, потому что выборы состоятся 21 июля, и это такая отдельная тема, надо брать, анализировать, но очень похоже на то, да, что многие политические игроки, которые вот были успешны, например, на прошлых выборах, они, например, и не идут. Или не проходят. Или не проходят, да, уже мы видим это по рейтингу.
рейтингам. То есть это такой щепетильный вопрос. Относительно партии зеленых вы говорите о том, что в Европе это такая мощная политическая сила. В Украине мы видим, что, ну, как-то нет. Да, Катя, вы на самом То деле... есть и то, что анализ, вот то, что, кстати, Ильми Умеров, тоже член Меджлиса крымско-татарского народа, он, по-моему, там несколько недель тому назад давал анализ. По его вот тогдашним оценкам, он говорил о том, что, в принципе, к сожалению, похоже на то, что только 3 человека из Меджлиса крымско-татарского народа проходят в Верховную Раду. Мустафа Джемилев в этой студии уже, например, говорил о том, что, наверное, решение, чтобы Рифат Чубаров шел 3-м, но в списке с мешка, сила и честь, это, наверное, проигрышное решение. То есть мы сейчас видим, как каждый день фактически ситуация меняется, да, но шансы для партии зеленых, они, в принципе, как были месяц тому назад, похожи на то, что и сейчас, то есть не велики. Что мотивировало вас идти, по сути, наверное, уж простите, но в заведомо политическую силу, которая не проходит? Да, Кать, вы на самом деле можете совершенно прямо и открыто ставить вопрос. Действительно, рейтинги дело такое серьезное, рейтинги меняются, рейтинги разные, но примерно мы видим, что 5-6 сил, да, которые претендуют на проход в Верховную Раду в силу того, что высокий барьер, достаточно дорогая кампания в денежном плане. Я даже не беру сейчас рекламу и не беру выступления на телевидении, даже тот же залог, который вносится в государство, вносится государству для участия в выборах, он действительно такой серьезный. В данном случае я очень спокойно отношусь и к рейтингам партий, к возможности или невозможности прохождения в Верховную Раду, хотя маркетологи вот самой партии «Зеленых», нашим руководителям в партии говорят о том, что вот сейчас как раз-таки хороший шанс у партии пройти. Понимаете, дело в том, что вот для нас, для крымских татар, участие в выборах в Верховную Раду нужно рассматривать стратегически. Есть же разные подходы к этому процессу. Вот если брать именно крымско-татарский подход, крымско-татарский аспект, то ситуация вот сейчас в эти выборы, я считаю, достаточно такая хорошая и благоприятная. В каком плане? Национальное движение крымских татар существует с момента возникновения независимости Украины, то есть с 1991 года. На протяжении этих почти 30 лет нам постоянно говорили о том, что мы сила, которая не может консолидироваться, которая не может работать, сотрудничать с другими политическими силами. Это один момент такой упрека своеобразного. Второй момент, нам говорили о том, что у нас нету молодого поколения, которое способно заявить об участии в политической жизни, брать на себя ответственность, претендовать на какие-то роли и места. И вот эти выборы, они как раз-таки демонстрируют то, что ситуация совсем другая. Вот посмотрите, в этих выборах участвуют 8 крымских татар от 6 партий. Да, сейчас ситуация сложная в том плане, что кто-то не зарегистрируется сегодня последний день, кто-то не пройдет и так далее. Реальные шансы действительно у 2-3 человек пройти Верховную Раду, может быть 4. Но само участие является очень важным и является таким стратегическим заделом на будущее для того, чтобы сказать о том, что вот да, мы есть. Кроме того, у нас есть молодежь, которая готова работать и готова брать на себя ответственность. Молодежь такая условная, условно говоря, 35+. Да? И в дальнейшем эти люди могут становиться активными участниками, активными игроками в политической жизни страны. Лично я для себя рассматриваю данный процесс как получение определенного опыта. Конечно же, ситуацию нужно оценивать реально. И я не скажу, что я не оцениваю ее реально и вижу определенные недостатки, вижу то, что нужно было сделать, то, что можно было сделать. Но в данном случае я согласилась, потому что для меня это определенный опыт, определенная возможность проанализировать ситуацию, набраться знаний и в дальнейшем использовать их в своей деятельности. В парламентских выборах, напомню, которые 21 июля пройдут в Украине, будет участвовать ряд политиков, общественных активистов из аннексированного Крыма, которые переехали на материковую часть страны после 2014 года. И вот советник министра молодежи и спорта Украины в вопросах Крыма, член Меджлиса крымско-татарского народа Гаяна Юксель баллотируется по списку партии «Зеленых Украины». Мы уже 2-ю неделю приглашаем всех крымчан, крымских татар, которые идут в разных списках разных политических сил, к нам в эфир. И у нас есть слушатель, телефонный звоночек. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий.
Добрый день, я с Луганщины звоню по поводу автономии. Вы знаете, мне очень это очень болезненный вопрос. Крым не является исторической родиной ни для одного народа. Он все время переходил из рук в руки. Здесь надо смотреть, кто дольше из оккупантов задержался. Соответственно, дал больше поколений. Но по факту это татары. Но они не могут считать европейский континент, это тюркский, азиатский народ. Крым – это Европа, он не может быть их родиной. Это все равно, что говорить, украинцы восточные – это один народ, украинцы западные – это другие украинцы, северные, южные, центральные – это все разные украинцы. Украинцы одни и те же. Понимаете, точно так и татары. Да, они попали туда, скажем так, не совсем законным путем в Крым. И формировались они как раз под влиянием тех этносов европейских. То есть это были люди кочевые. А вопрос есть у вас? Или сейчас Да. Гаяна, я думаю, что вам ответит. Да, а вопрос у вас есть? Вы не согласны с автономией, да? Правильно Конечно, я понимаю? Ну, я вам аргументировала. Да, Знаете, да, а ваш у нас аргумент услышан. Хорошо. Спасибо большое вам за звонок, за ваше мнение, высказанное в эфире Радио Крым Реалии. Вот Гаяна сейчас ответит вам. Да, смесь всего и вся в вашем выступлении присутствует. То есть абсолютно неаргументированное, абсолютно далекое от реальности мнение, которое основано на том, что вы, наверное, просто не знаете ни историю Крыму, ни ситуацию в Крыму, ни тем более историю крымско-татарского народа. Значит, объясняю. Крымско-татарский народ – это народ, который сформирован на территории полуострова и наряду с двумя другими, караимами и крымчаками, является коренным народом Крымского полуострова, Крыма. Это народ, который имеет древнюю историю, имеет традиции государственности. У нас было и Крымское ханство с 13 по 18 век. У нас была Крымско-татарская национальная республика в 1917 году на протяжении около 3 месяцев после того, как, до того, вернее, как в Крым пришли большевики и не устроили там кровавый террор и репрессии. Глубокая культура, письменность, литература и так далее, и так далее. То есть все те атрибуты, которые сопровождают народ, все те необходимые условия для существования народа. Сейчас речь идет о том, чтобы создать крымско-татарскую национально-территориальную автономию в составе единой унитарной Украины. Об этом мы говорили с самого начала. Я имею в виду 1991 год, как вот такой рубеж создания независимой Украины. Крымские татары достаточно консолидированная сила на территории полуострова, которая всегда выступала за независимость и единство Украины. И последние события, которые были в Крыму, оккупация Крыма 2014 года, она ярко это продемонстрировала. Создание автономии, на наш взгляд, является основным, главным путем для деоккупации Крыма, для восстановления прав и для защиты вообще не только прав коренного народа, но и вообще крымского вопроса на международном уровне. Поэтому то, что вы говорите вот здесь, это просто какая-то смесь. Я даже не знаю, на какое из ваших предложений отвечать. А я знаю, что сказать. Крым- Наши слушательницы наверняка нас слушают где-то в интернете, поэтому у нас есть сайт Крым Реалии, где Гульнара Бекирова, прекрасный историк крымско-татарский, где Сергей Громенко, например, там очень много разных материалов, но вот, например, 2 автора, вот возьмите просто их и почитайте вообще про историю крымских татар, про Крым, да, и почему это вообще неразрывно, это связано понять, почему именно крымские татары, да, и прочее. Но у нас тема сегодня политическая, у нас такой урок истории, небольшой мастер-класс от Гаяны прозвучал. Теперь я смотрю еще комментарии в Ютубе. В принципе, тема, которая не только у тех наших, так назову это, крымских патриотов, потому что слушают Крым Реалии эти программы, в основном люди, которые так или иначе связаны с Крымом, или были связаны, или вот стали связаны за эти 5 лет, по-разному бывает. Ну вот, значит, пишут не только в этом чате, да, а и в предыдущих эфирах, что вот, мол, непрофессионалы приходят в Раду, что вот занимают должности часто в Украине государственные какие-то важные люди, у которых нет профильного образования. Что лично вы, как народный депутат, могли бы дать этой стране, да, и, главное,
Крыму, крымчанам, да, потому что вот это тоже такой важный момент, в каком бы направлении вы видели себя, в каком бы направлении в Верховной Раде Украины вы работали бы. Смотрите, Катя, по поводу вообще формирования Рады. Ну, давайте признаемся и давайте примем то, что Рада формируется выборным путем. Мы живем в демократической стране, в демократическом государстве, и, в принципе, каждый гражданин Украины при выполнении определенных условий и требований имеет право на то, чтобы быть представленным в высшем законодательном органе нашей страны. Процесс этот совершенен? Нет, не совершенен. И мне тоже не очень, скажем так, нравятся те условия, в которые поставлены политические силы при участии в выборах в Верховную Раду. Ну, например, вот в плане материальном, вот это вот залоговая сумма, как один из показателей, а показателей большое количество, как один из показателей. В Европе этого нет. Партия регистрируется, участвует в выборах и набирает большее количество голосов и проходит. А у нас, помимо того, что ты должен думать о законодательной, политической составляющей, еще очень такой большой груз ответственности – это составляющая материальная. Но это один момент. Тем не менее, мы участвуем, мы выполняем те условия, которые существуют, и если у нас будет возможность изменять их, мы будем говорить о том, что необходимо изменять. Необходимо снижать этот материальный барьер, может быть, снижать проходной порог, рассматривать ситуацию на тот момент, которая есть. Теперь, что касается меня лично. Зачем я вообще туда иду и о чем я хочу говорить? Конечно же, в первую очередь о Крыме и оккупированных территориях. В данном случае я не рассматриваю Крым в отдельности от Донбасса, Луганска и рассматриваю ситуацию, связанную вообще в целом с оккупацией 1/7 части Украины. Это первое. Второй вопрос, который нужно доводить до конца, он очень болезненный. Для нас он очень болезненный, очень показательный. Это крымско-татарская национально-территориальная автономия, признание прав коренных народов на территории полуострова. Кроме того, мне бы очень хотелось работать в направлении, связанном с нашей молодежью, с нашим спортом и культурой. Я столкнулась с этой сферой, начала работать в этой сфере в конце прошлого года, после того, как стала советником министра молодежи и спорта Украины по вопросам Крыма. Вы знаете, как-то быстро мы так отказались от территории, от людей, которые проживают и не работают у нас вот эти вот в нужной мере и в должной мере необходимые программы, которые связаны с нашей молодежью. Нету возможности, нету условий. Это все как-то достаточно точечно и держится на определенных инициативах нашего гражданского общества, которое очень активно. Я в данном случае ничьих заслуг не умаляю, ни правозащитных организаций, ни гражданских объединений, организаций и так далее. Вот. Но законодательная база, которая на законодательном уровне целенаправленно, достаточно систематизирована, работала бы с материка в отношении оккупированной территории и в отношении нашей молодежи, в отношении нашего будущего, скажем так, этого нету. Ну, у нас же есть министерство, например, по вопросам оккупированных территорий. Да, но, к сожалению, видите, министерство, вот в данном случае опять возникает вопрос, и я тоже очень часто сталкиваюсь с тем, что когда мы предлагаем какие-то инициативы, нам говорят, это министерство оккупированных территорий, это министерство оккупированных территорий. Значит, в полной мере этот пакет не рассматривается, не выполняются эти инициативы. Вот, например, один из примеров, которое множество. У нас есть спортсмены на территории Крыма, которые готовы приезжать сюда и выступать за Украину, участвовать в украинских соревнованиях. Если они показывают хорошие результаты, они могут претендовать на сборные, на участие в олимпиадах от имени Украины. Мы ведем с ними систематичную работу? Нет. Это все точечно, это все как-то разбросано на личных инициативах. Мне кажется, вопрос не только про крымских спортсменов, а вообще, что сфера спорта в Украине, она в таком занедбанном состоянии. Ну, вот Крым, он как-то, вы знаете, выпал из поля зрения. Еще Донецк, Луганск, он присутствует в силу того, что там оккупирована только часть. Там есть территория областей, где могут располагаться вот эти вот областные администрации, ну, скажем так, подконтрольные Украине, да, не очень хороший термин, но могут. А Крым полностью оккупирован, и он, получается, выпал из поля зрения. А это целый комплекс вопросов по молодежи, по обучению, по
культуре, по связям, по установлению контактов. Ну, смотрите, Гаяна, здесь я вас перебью, да, но вот такой вот интересный момент. Получается, что, по сути, есть все-таки такое вот новое, относительно новое, да, потому что в связи с событиями Министерства оккупированных территорий, где также работает, например, также крымский татарин Юсуф Куркчи, и есть там еще крымчане, да. И в этом органе сконцентрированы все вот какие-то проекты по решению каких-то вопросов, да, связанных с Крымом. Другой вопрос, что, как объясняют в этом министерстве, что за деньгами нужно идти там уже, значит, в другие министерства, которые отвечают за финансы. И это все сосредоточено в Кабмине, вот такая работа. Есть еще там Министерство информационной политики, где тоже заместитель... Социальной политики, УСВИТ. Я просто сейчас даже вот о том, что там, значит, и Минет Джапар, крымская татарка. Ну, я о том, что а вы вот советник в Министерстве спорта. Как это все может быть сконсолидировано вот внутри крымских татар и вообще крымчан, то есть внутри тех молодых политиков, назовем это так, да, или деятелей, активистов, которые выходцы из Крыма, да, но получается так, что в Киеве как-то всем вместе скоординироваться не всегда получается, потому что исходит какая-то критика, значит, от одного крымчанина в сторону другого какого-то ведомства, где также сидят крымчане и тому подобное. Как может выглядеть вот эта вот консолидация крымских татар и крымчан, людей, у которых там Крым — это тема номер один, да, и тех людей, которые болеют за эти темы, знают какие-то проблемы, каждый в своей сфере действует. Как всем объединиться, например, в Верховной Раде это надо делать, или можно как-то сделать Кать, до этого, смотрите, чтобы не было разговоров, что вот у нас проблемы, никто этим не занимается? Нет, ваш вопрос, он состоит из двух составляющих. На самом деле между крымчанами, которые сейчас представлены во власти, представлены в гражданском сообществе, координация есть. У нас нет недопонимания по инициативам. Есть есть проблема в самой системе, потому что не всегда то, что мы хотим реализовать, оно реализуемо в силу того, что вот такая вот эта система. Вот смотрите, вы говорите, Министерство оккупированной территории, Министерство информационной политики, вот сейчас Министерство молодежи и спорта. А я хочу спросить, у нас сколько министерств? Почему в каждом министерстве нет ответственного человека, пусть даже не заместителя, может быть, на уровне советника или главы департамента, который занимается вопросами Крыма? На самом деле здесь проблема не в нашем контакте. Мы договоримся друг с другом, мы найдем точки соприкосновения. Здесь проблема в том, что мы не можем что-то делать в силу того, что сама система такая. Чтобы сломать эту систему, должен быть совершенно другой подход. По идее, должно было быть совсем по-другому. После оккупации Крыма представители Крыма, я в данном случае не имею в виду только крымских татар, должны были быть представлены во всех министерствах и профильных учреждениях на материке. Нам что, не нужны представители Крыма в Министерстве образования? Или нам не нужны представители Крыма в Министерстве социальной политики? Я в органах исполнительной власти и вижу, как представленность тех, кто вышел с территории полуострова, знают специфику полуострова, знают особенности, знают предысторию вопроса, как оно меняет ситуацию и дает возможность для разрешения этих проблем вот здесь. То есть эти люди нужны, вот систему надо менять. Гаяна, у нас 2 минуты остаются, к сожалению, но вот что выборы закончатся, пройдут, да, что дальше делать? Вот попадете вы или не попадете в Верховную Раду при раскладе, что не попадете, что вы будете дальше лично вы делать для того, чтобы изменилось то, о чем вы говорите? Вы знаете, Катя, я для себя давно дала ответ на этот вопрос. 5 лет идет оккупация Крыма. Каждый день, каждый период определенный нам готовит сюрпризы, в том числе и неприятные. Я имею в виду сегодняшнее решение в ПАРЕ, когда возвращается государство-оккупант без каких-либо условий, без каких-либо обязательств. Я для себя ответила так, что я в любых обстоятельствах, при любых условиях буду продолжать делать все то, что в моих силах, связанных с деоккупацией Крыма, с восстановлением прав тех, кто находится на временно оккупированной территории, украинские активисты, крымско-татарское население, все то, что сейчас в моих возможностях. Будет возможность быть представленной в парламенте, значит, я буду заниматься этой возможностью, этой работой. Нет в исполнительной власти. В неисполнительной власти я по профессии журналист, значит, я буду проводить информационную работу, информационную политику. Я занимаюсь преподаванием
в университете, там тоже есть ребята. Очень важный момент, есть из оккупированных территорий, и с материка. Эти ребята вместе. И вот это вот нам нужно сохранить. А для того, чтобы это было, нужны такие люди, как мы, как я, как вы, которые выехали оттуда, знают ситуацию там и продолжают работу здесь. Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам в эфир. Спасибо. Как обычно, на все политические разговоры не хватает нам этого дневного эфира 30-минутного, да, но, тем не менее, мы, редакция наша, продолжаем следить за тем, как происходит предвыборная кампания, и что, главное, в нашем центре внимания, это крымчане, которые идут в политику и как-то вообще во власть, да, и что-то, вот какие их месседжи, главное, для нас также важно. Гаяна Юксель в нашей студии, член Меджлиса крымско-татарского народа, советник министра молодежи и спорта Украины в вопросах Крыма, и сейчас она баллотируется по списку партии «Зеленых Украины» на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля в Украине. Радио Крым Реалии продолжает следить, и мы делаем серию интервью с крымчанами и крымскими татарами, которые баллотируются в Верховную Раду, поэтому оставайтесь с нами, и на сайте Крым Реалии есть текстовые версии всех этих интервью. До новых встреч!